самом начале пути ты никогда не можешь точно сказать, сколько времени он займет, сколько интересных событий может произойти за это время. Но просыпаясь каждое утро, ты готов сделать еще один шаг навстречу открытиям, новым знакомствам и приключениям. Ты уверен в каждой секунде, в каждом пройденном километре. Ты уверен в выбранном пути. Сеть АЗС «Паритет». Полный бак уверенности. Ну что, друзья, сегодня мы готовимся к выезду. Завтра будет 19 число, 19 марта, и мы поедем на разведку трассы ралли-рейда Полюс Холода, на подготовку. Соответственно, наши участники будут выезжать 23 марта. Старт будет с поселка Тюнгюлю. Нас ожидает очередной очень интересный ралли-рейд. На следующий день мы завершили также все технические вопросы, забрали один автомобиль с техобслуживания в техноцентре и немного подлечили генератор у автомобиля Nissan Safari. Вновь играем в Тетрис, собираемся на Полюс Холода. Уже вечер, мы стартовали в 7 утра, сейчас уже 7 вечера. Ну что, выехали мы достаточно поздно, практически в 8 вечера. Сейчас мы проезжаем Тюнгюлю, именно отсюда будет дан старт ралли-рейду Полюс Холода. Но пока, как видите, все очень темно. Большой достаточно поселок. Вот слева кафешка светится двухэтажная. А вот и кафешка. Проголодались мы. Покушаем и уже начнем проставлять знаки, проставлять трассу ралли-рейда. Первый этап от Тюнгюлю до Хандеги. Мы продолжили свой путь, но через некоторое время по трассе на обочине мы заметили включенные аварийки. Не раздумывая, мы развернулись и решили помочь. Что, вылетели? Да. Что, назад дернули? Заднего крюка у автомобиля не было, и пришлось зацепить динамический трос за задний мост. Надо отметить, что на скользкой поверхности сложно дергать автомобиль. В этот раз нам пригодился динамический трос с тяговым усилием в 15 тонн. Его положительной стороной является то, что он растягивается во время рывка, не давая всю нагрузку сразу, а делая это постепенно. Обычным тросом можно было бы что-нибудь оторвать или разорвать сам трос, а динамика — это самый лучший вариант при рывках. Затем мы встали на стоянку, чтобы немного поспать, а на следующий день у нас были интересные планы. Друзья, но сейчас мы не могли не удержаться и съездить в поселок Колба. Вот он, красавчик, символ нового 2017 года, друзья. Ничего себе, он огромный. Мы сейчас в поселке Волба, и вот здесь находится произведение Михаила Бопосова. Значит, вот символ наступившего года 2017-го. Огненный петух, ну не совсем красный, но тем не менее петух.
И он нас дождался. Это, друзья, Ждун, известный всем интернет-пользователям. Вот такой вот он, очень классный, симпатичный. На самом деле, я когда читал статью, думал, что Ждуна делают специально, чтобы отправить в редакцию какого-то журнала, но, тем не менее, он находится здесь, и нам сказали вот ребята, которые с поселка, они сказали, что нужна была только фотография. Вот. Михаил сделал скульптуру и, соответственно, отправил просто фотографию. Вот. Очень, конечно, классно делать здесь селфи, сделать остановку себе на память, тем более, что скульптура живет не больше 4 месяцев, я так думаю. Подъехав к Хандыге, мы немного разминулись с очень интересными путешественниками. Алексей Угрин с супругой на своем пикапе-автодоме на базе Mitsubishi L200 в ноябре прошлого года выехали в свое полугодовое путешествие и в данный момент возвращались с Чукотки. Надо отметить, что в этом году для участников ралли-рейда были запланированы несколько обязательных остановок. Одна из них – это музей «Магаданская трасса». Мы также посетили его, чтобы прикоснуться к истории создания Колымской трассы. В связи с развитием горнодобывающей промышленности в 1920-х годах в Якутии и на Колыме советское государство начало создавать сеть местных дорог. В ноябре 1931 года был создан Дальстрой – государственный трест по промышленному и дорожному строительству в районе Верхней Колымы, одной из задач которого стояла постройка автодороги от Магадана до Усть-Неры и ответвление на Якутск с использованием труда заключенных Севвостлага. Летом 1932 года заключенными и вольно-наемными специалистами были введены в эксплуатацию первые 30 километров дороги и 90 километров зимника. Остальные 1042 километра до Усть-Неры строились до 1953 года. В конце 1941 года началась работа над Хандыгской трассой, ведущей к Якутску через поселок Хандыга. За последнее время очень сильно заметны изменения по Колымской трассе. Уже исчезли черные и желтые прижимы, осталось всего несколько опасных участков. Хорошая дорога позволяет еще больше насладиться красотой проплывающих мимо пейзажей.
Тем не менее, дорога на Магадан требует от водителей предельной осторожности и внимательности. Для водителей большегрузов работа является ежедневным испытанием. К примеру, можно привести этот случай. Посмотрел этого, да? Останови-ка его, Ураловый вонючий! Олег, встань поперек дороги, вон этому козлу вонючему! Что там натворил? Если кратко сказать, Урал не предоставил преимущества идущему в гору автомобилю. Да и у КАМАЗа после такого накаленного момента, по словам водителя, отказала электроника. В общем, мы решили объехать автомобиль по левой стороне. Друзья, я думаю, что многие из вас видели вот эти штуки по трассе. Я думаю, сейчас будет интересно узнать, что же находится у них внутри. Давайте посмотрим. Занято! Блин, извините, извините. Стресс. Все, выходи. Выходи, говорю, злой дядька. Друзья, сегодня у нас 22 марта, и старт уже будет завтра, ралли-рейда. Ну а сегодня мы посвятим день тому, что разведаем трассу для третьего скоростного этапа, который будет проходить в районе Тамтора. Тут есть несколько нюансов. То, что мы запланировали, не все можно реализовать, поэтому сейчас мы идем по новой трассе. Она будет отличаться от прошлогодних, будет идти по другой стороне реки Куйдусун. И, соответственно, сейчас мы посмотрим, разведаем трассу третьего скоростного этапа. Обнуляем трек. Так, все ветка. Ну что, давай, снимай. я снимаю. Ну, так скажем, лучше, чем ничего. Прошли этот скоростной этап, провели разведку. Она действительно выходит на основной Староколымский тракт. Соответственно, направо у нас будет Тамтор. И примерно составляет этот трек около где-то 25 километров. Это хорошее расстояние для скоростного этапа. Но вот эти сильные кочки, которые идут отличная трасса, прекрасный день. Очень, думаю, понравится нашим участникам то, что мы для них подготовим.
А ночью в Тамторе было красивое северное сияние. Оно не было многоцветным, как в более северных районах, но тем не менее завораживало и притягивало взгляд, вызывая желание бесконечно смотреть на ее переливы.